И что и деятели культуры многие, что и функционеры все, Да, чиновники, да. да. То есть вот, где начать-то? То есть сейчас такое ощущение, что уже такая, Нет, круговая порука началась. запуск сериала, Мгм. как запуск фильма когда-то, но студия имела сценарный портфель. Мгм. В сценарном портфеле обязательно были комедия должна была быть, детская картина должна была быть, Обязательно, да. ну, проблемная, Военное что-то, рабочая, да. да, шпионаж, Мгм. значит, спорт и так далее. Вот это все в портфеле в сценарном было. Мгм. Брали режиссера и говорили. Да, в сценарии была цензура, где нельзя было правду, допустим, показать, которую я хотел. Это было. Мгм. Но это заставляло нас Творить. Да, выкручиваться таким образом, чтобы не ударить лицом в грязь, да. и мы делали хороший нормальный фильм. И ведь вот если посмотреть фильмы, советского периода, вот самого рассвета, в них ведь все сказано, но сказано так завуалированно, да, Да, все такими правильно. подходами, такими сценарными изысками, изумительными просто изысками, что Да, все понятно, но ни к чему не все придерешься. правильно. Это талант драматурга. Мгм. Ну, как правило, с участием режиссера. Это вот даже Мгм. если Да, там нет, командная работа все-таки, да, мне если там кажется. даже нет фамилии режиссера, вот автор сценария там Да. Эдуард Володарский, покойный царство небесное, Эдик, Мгм. да, если там нет фамилии при участии, скажем, Сурина, это моя первая картина, где я снимался, Мгм. «Антрацит», то все равно они писали вместе, Конечно, конечно. понимаете? И да, казалось бы, производственная тема. Я играл шахтера, боксера. Значит, вот там я и с Сашей Збруевым познакомился, и с Романом Громадским. Дядя Ваня Рыжов играл моего деда, Одиноков, это все бригада была. То есть сразу я влился в плеяду артистов таких. Юра Назаров, Жанна Прохоренко, ну, Люда Максакова. Что не фамилия? Мастера, Да, и мастера, вот я студентом, да. Какая школа, опять же, конечно, да, какой вообще вот ответственность. Вот там ответственность, да. учился, да. И такие были самые артисты. Валентин Иванович Зубков. Это последняя была картина его. Это потрясающий артист. Да вы его тоже, наверное, знаете. Только он в главной роли снялся у Тарковского «Иваново детство». Над Тисой он играл вот главного шпиона. У него очень много, по-моему, 10 или больше фильмов. У него нет актерского образования, он военный летчик боевой. С потрясающей фактурой. Но есть дар. А? Но есть дар. И был такой артист, да, но потом вот это дело, как и многих, не хватит пальцев ни на руках, ни на ногах вместе, чтобы назвать артистов, которые ушли от алкоголя. Да. Так что К сожалению, да, это была такая другая сторона медали того, что происходило в прошлом, да, в системе. То есть сейчас, получается, только государство имеет такой ресурс, да, да, больше административный, никто, что-то изменить. больше никто. Ведь получается, что важно, чтобы то есть вся команда, которая что-то делает, любое творчество, да, творит, то есть там фильм, не знаю, театр, картины, не знаю, все что угодно, детские праздники. Просто важно, чтобы у каждого человека была своя высокая степень ответственности за Обязательно. то, что он делает. И Внутренний внутренне, цензор, да. который должен сидеть, Вот да? кто его воспитает, этот внутренний цензор? Вот ну Вот как? у нас первый урок по мастерству. Мгм. Герасимов пришел и сказал: ну что ж, я вас поздравляю, дети мои, сказал он. Вам несказанно повезло. В этой мастерской вы можете играть все, что угодно. Весь мировой репертуар, кроме контрреволюции и порнографии. Какое приветствие. Сразу была поставлена точка. Да. Кроме контрреволюции и порнографии. Мгм. И вот это, когда все 4 года, оно в тебе, ты же понимаешь, что вот такой жест, он не пройдет. Ну, потому что это неэтично. Да. Вот так мы были воспитаны, понимаете? Мгм. Тамара Федоровна учила вас целоваться. Если да, а ну целуй. Вот.
Зажаты же были все. Ну, Да. я из периферии. Ну, не только я. Но зажаты же были. Ну и как вообще и минимум. время такое было, как-то это все А тогда вообще вся сложно. нация была зажата. Да, да. Не... А надо было раскрепощаться, вот это все нужно было снимать и так далее, и так далее. О, Ну а это... сейчас-то получается, все такие раскрепощенные. Я вот на них А, смотрю, на да. молодых. У меня же жена каждый набирает, если не себе, Мгм. то следующему мастеру, а она сидит в этой комиссии и часто меня приглашает. Мгм. Особенно, когда сама себе набирает. Мгм. Вот я с ней сижу, десятками слушаю. Ну, это, конечно, это отдельная история. Но мы с Колей Еременко, когда закончили, Тамара Федоровна, следующий набор, вот где Дима Золотухин, который Мгм. Петра играл, там Удовиченко, вот это Мгм. все они Мгм. за нами пришли. Мгм. Она говорит: мальчики, ну послушайте хотя бы по 100 человек, ну послушайте хотя бы по 100 человек. Ого, И мы брали сотню я, сотню Коля. понятно. Так я из сотни троих пропускал дальше. Одобряли. А Колька одного говорит: все, там, а больше никого нет. Вот это Вот такая отбор. масса Вот, шла, да. Мгм. Поэтому и сейчас то же самое. Понятно. То есть всем очень хочется быть звездой на Да, экране, да. светить лицом, что Да. называется. Да? И опять же, нет вот этого внутреннего цензора, нет внутреннего такого У вот нормального студента- критика, у который студента бы... не может быть внутреннего цензора, особенно если он первый, второй, третий курс. Пока не может быть. Но человек же может сознавать свои способности. В мастерской, да, ему он понимает, где там, потому что есть художественный руководитель, а у нас мастер, Ага. неважно. Ага. Там он себе не может позволить. М. А он идет сниматься, а там разгуляй. Разгуляй, все понятно. Ну, я думаю, что... Спасибо вам большое. Я бы еще разговаривала и разговаривала, но чувствую, нас не поймут. Ну, не поймут, скажут, что это такое. Роман, Спасибо роман большое. скажут, возник роман. Спасибо.